Ассаляму алейкум, вас приветствует программа Джанла Studio. И сегодня у нас в гостях великолепный аранжировщик, композитор и джазовый пианист Усин Бекиров. Усин Аха, прошел ваш концерт, прошел довольно-таки успешно. Это был ваш проект, в котором вы собрали лучших музыкантов, камерный оркестр, киевские солисты. Какова идея этого проекта? Я просто соединил оркестр камерный с квинтетом джазовым. Ну, на самом деле это уже многие делали, но просто как бы колорит национальный наш, как будет звучать вот в таком ракурсе, вот, как оно вместе будет. Ну, в принципе, получилось все очень довольно-таки хорошо. Я сам не ожидал результата. Донести как бы тоже нашу культуру, ну, как-то надо новшество тоже вводить. И предложили, и менеджер оркестра предложила сделать такой проект. Я давно хотел это сделать. Сколько работали над этим проектом? Чтобы сделать такое, это надо как бы знать, это нужно образование, это голосоведение, оркестровка. Это все на самом деле не просто так. Да, это не берется с первого дня сел и готово. Это надо сидеть, думать.
Каждому творческому человеку необходимо вдохновение. Кто вдохновляет вас сейчас? Наверное, в первую очередь это рождение дочки вдохновляет. Да. Прихожу на нее, смотрю, и сразу что-то хочется делать. Не из-за того, а просто вот, может, как-то радуюсь в душе. Да еще, да много чего. Природа вдохновляет, ну, может быть, я не знаю, музыка вдохновляет. У каждого творческого человека на самом деле свой подход и свое видение на вдохновение. Ну, бывает, естественно, конечно, бывают такие пределы, когда ты 3 месяца вообще ничего не можешь написать, 4, да, бывает и полгода, и 5 лет. С чем вы это связываете? Ну вот это необъяснимо, я не знаю. Бывает, что ты встал, и с утра пришел, написал сразу там 3-4 вещи. Да на самом деле, даже если вот делаешь аранжировку, может, ты ее можешь сделать за час-полтора, а можешь сделать неделю. Потому что в зависимости от того, как ты настроен, ну, бывает, что через силу приходится делать, потому что, ну и такое бывает. Ну и это скрывать не стану, конечно. Ну, это работа. Какие у вас дальнейшие планы? Какие дальнейшие планы? У меня 3 марта будет тоже большой концерт в театре Ивана Франка. Это будет полный состав, уже 29 человек оркестра. И я буду тоже играть. Игорь Закус будет, и Виктор Павелко, саксофонист, который принимали участие. Мировые хиты, допустим, сделать аранжировки. Это тоже непросто. Во-первых, те пьесы, их уже много сделано аранжировок, и надо сделать так, чтобы они, естественно, были не похожи на другие. Это тоже не так уж просто. Потом я еду в Варшаву на концерт, у меня в Варшаве концерт. Пока не знаю, какого часа, но знаю, что он есть и будет.
Идея объединить вашу группу и оркестр, с чем связана и какие были, может быть, сложности, а может быть, в чем-то было легко работать? Ну, на самом деле сложностей никаких нет вообще и не было, потому что киевские солисты — это довольно-таки профессиональный оркестр, его создал Которович, Благодар Антонович, это известный украинский скрипач. Да, это был, я когда учился, он был завкафедрой у нас. Он создал этот оркестр и набрал туда лучших музыкантов. И просто приносятся ноты, ставятся, и люди играют. Это в этом и есть профессионализм этого оркестра. Щедрик, щедрик, щедрівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стало собі щебетати, господаря викликати.
Усинага, ваш концерт настолько интересен и уникален, что мы решили показать его в полном объеме. Поэтому продолжение концерта вы увидите в следующих программах Джанглу Студио. До встречи через неделю.